Пенсионный фонд «Алмазная осень» разослал письма, из которых некоторые мирнинцы узнали, что их паспорта недействительны. О том, с чем это связано и как такое могло произойти, выясняла Тамара Бессмертная. Большая часть мирнинцев сегодня взбудоражены. К ним пришли письма о том, что их паспорта числятся в базе данных как недействительные. За разъяснениями по этому вопросу мы решили обратиться в паспортно-визовую службу. Заодно посмотрим, сколько времени занимает процедура написания заявления для того, чтобы ваш паспорт все-таки был признан действительным. По словам начальника паспортного стола Ольги Лукьяновой, бывают дни, когда приходит по 100 человек, особенно жаль стариков. Мы здесь уже 50 с лишним лет живем, все документы у нас в порядке. Когда меняли паспорт, все сделали. Как бы какая-то как неудача ходить с документами, а мы ж уже, так сказать, в возрасте. Причин, почему ваш паспорт может числиться недействительным, много. Причина, по которой он туда может попасть, разные. Мы все знаем, как работает у нас интернеты. Поскольку это все формируется посредством интернета, по выгрузкам, которые проходят, где-то идет какой-то сбой, мы представляем, какое количество паспортов граждан Российской Федерации отпечатано на фабрике «Гознак». Это проблема не только города Мирного или Республики Саха, это проблема всей Российской Федерации в связи с формированием федеральной базы данных. У проблемы несколько решений. Первое – написать заявление. Необходимо напомнить, что проверить паспорт можно на сайте УФМС. Здесь же пояснение, что информация не несет юридической значимости. Можно послать заявление почтовым сообщением или через интернет. В принципе, если вы не связаны какими-либо кредитно-денежными отношениями с банками, спешить сюда, сломя голову, не стоит. Можно дома не спеша написать заявление, принести его сюда. Не спешите. И уж точно не срывайте с мест наших стариков.